Мен Никита Афанасьевич Иванов. Жеғолырабын, онна ағавын ден флеш мопка кіттігабын. Етенне Төвлюр Сурьятчы, Бойын Сурьятчы, Виктор Платонович Некрасов, в окопах Сталинграда ден кенегететтен гатардыны ағам бейді. Мы отстреливаемся 4 пулеметами. На 2 пулеметчики, на 2 чумак с Карнауховым и я с Валегой. Связисты со стариком держат фланги. Солнце светит из-за спины, стрелять хорошо. Потом обстрел. Мы снимаем пулеметы и садимся на корточки. Осколки летят через голову. Только сейчас замечаю, как осунулся Валега. Щеки совсем увалились и покрылись какими-то лишаями. А глаза большие, серьезные. Колени его почти касаются ушей. Одна мина, разрывается, проходит в нескольких шагах от нас. Сволочи, говорит Валега. Сволочи, повторяю я. Обстрел длится минут 20. Это очень утомительно. Потом мы вытягиваем пулемет на площадку и ждем. Чумак машет рукой, и я вижу только его голову и руку. «Двоих левых накрыло!» — кричит он. Мы остаемся с 3 пулеметами. Отражаем еще одну атаку, и меня заедает пулемет. Он немецкий, и я в нем плохо разбираюсь. Кричу Чумаку. Он бежит по траншее, хромает, осколок задел ему мягкую часть тела. Бескозырка над правым ухом пробита. «Угробило тех 2, говорит он, вынимая затвор. Одни тряпки остались. Я ничего не отвечаю. Чумак делает что-то неуловимое с затвором и вставляет его обратно. Дает очередь. Все в порядке. Патронов хватит, комбат? Пока хватит. Там еще один ящик лежит у землянки. Последний, кажется. В него мина попала. Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение. Не уйдем, лейтенант. Губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые. Нет, говорю я. Он протягивает руку. Я жму ее. Изо всех сил жму. Потом убивает старика-сибиряка. Опять стреляет. Пулемет трясется, как в лихорадке. Я чувствую, как маленькие струйки пота текут у меня по груди, по спине, под мышками. Впереди противная серая земля. Только один корявый, точно рука с подогрительскими пальцами кустик. Потом его не срезает пулемет.